Неужели справедливость существует? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как репрессии добрались и до таджикских чиновников, почему их ждут в налоговой и какие новые кадровые перестановки. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Налоговый комитет Таджикистана начал кампанию по приему налоговой декларации по итогам 2021 года. Согласно правилам, все государственные служащие республики должны отчитаться до начала апреля о своих личных доходах. Регистрацию в налоговой также должны пройти все граждане при поступлении на госслужбу. Известно, что на данный момент в стране насчитывается около 20 тысяч чиновников. Все они ежегодно отчитываются перед налоговыми органами не только о доходах, но и об основных источниках. Отметим, что подобный закон о представлении декларации о доходах был принят 17 лет назад. Начиная с июля 2020 правительство утвердило новую форму декларации о доходах и имущества госслужащих. Теперь там указываются доходы и от научной, творческой и педагогической деятельности, а также прибыль от сдаваемых в аренду имущества и земли, приусадебного участка, а также доходы от банковских вкладов и ценных бумаг. Отметим, что для упрощения подачи документов в стране заработала специальная программа. На официальном сайте налоговой размещен личный кабинет налогоплательщика, через который можно подать документ в электронном виде. В налоговой напомнили, что неточность в предоставленных данных или не предоставление в налоговый орган декларации о доходах может стать причиной для увольнения со службы или отказа от приема на работу. А как вы думаете, все чиновники действительно указывают правду или их доходы намного выше, чем они об этом говорят? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также в Таджикистане прошли крупные кадровые перестановки, сообщает пресс-служба главы государства. Согласно указу президента Таджикистана Эмомали Рахмонова 27 января кадровые изменения коснулись руководства ряда областей страны. Так Рахмон сменил глав городов Гисар, Вагдад и Рагун. Экс-руководитель комитета местного развития Касим Рахбар назначен исполняющим обязанности председателя Гисара. С 2008 по 2015 он возглавлял Министерство сельского хозяйства Таджикистана. Шариф Джон Джумазода назначен председателем комитета местного развития Таджикистана. Ранее он был главой мэрии Гисара. Согласно распоряжению, подписанному президентом страны, Мирзо Исмаилзода получил пост мэра Вагдада. Исполняющий обязанности главы Рагуна стал Сунатулла Саидзода. Депутат парламента от партии экономических реформ Хайреддин Усманзода назначен директором Центра стратегических исследований при президенте страны. На этом посту он сменил Хуршеда Зиё. На встрече с выбранными на ответственные должности кадрами Рахмон дал конкретные указания относительно ускоренной индустриализации страны и устойчивого социально-экономического развития. Вот расстреливать всех без суда и следствия. Все. Почему прям расстреливать? А что делать? Они неисправимы? Нет. Может, пожизненную дать или... А что, какая разница пожизненная? Государство их там кормить, поить будет. Это смешно. А как вы относитесь к таким кадровым перестановкам? И как вы думаете, есть ли от них толк или просто таким образом люди пытаются удержаться у власти? Свои ответы и мнения по поводу нашей политической обстановки в стране напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.